О развитии цифровых технологий в энергетике и подготовке кадров говорили сегодня в стенах Чувашского госуниверситета. Участником заседания стал глава республики Михаил Игнатьев. Общению за круглым столом предшествовал небольшой экскурс в Центр образовательных технологий в области электротехники и энергоэффективности. Гостей ознакомили с оборудованием различных классов лабораторий для изучения систем искусственного интеллекта, электромеханической релейной защиты, а также помещений, где студенты работают практически в условиях производства. Главе Чувашии представили цифровую подстанцию. Эту учебно-практическую лабораторию оборудовали за счет средств одного из научно-производственных предприятий. Здесь изучают теорию и практику работы с современными комплексами и элементами цифровой подстанции студенты магистратуры, а также повышают свою квалификацию уже опытные специалисты. Кроме того, на этой базе проводят исследования проблем эксплуатации цифровых подстанций. Лаборатория такого типа в России единственная. Она является функциональной копией подстанции энергосистемы инновационного центра Сколково. Здесь не только повторили мы решение на этой подстанции, а еще и оставили универсальность. Цифровизация, она же и позволяет все делать виртуально, все программно. У вас решение не в железе, а все в программном цифровом виде. Поэтому здесь можно сразу обучаться практически на все объекты нашей страны. За круглым столом отметили сегодня 80% выпускников факультета энергетики и электротехники трудоустраиваются на предприятие электротехнического кластера. Сейчас в него входят 29 организаций, производящих более 100 тысяч наименований продукции. Михаил Игнатьев отметил, что нынешние реалии требуют объединить усилия науки и производства, чтобы быть конкурентоспособными.